Ну давай докажемо. Это сухохор, один из самых древних смычковых инструментов. Это дедушка Маринхора. Смычок сделан из обычного тальника речного. Загибаешь, и конский хвост натягивал, и все. И вот эти струны тоже конский хвост. А вот это из мочевого пузыря крыса, крупнорогатого скота. Можно и в лесу, если поймаешь сахатова или что, не надо выбрасывать мочевой пузырь. Этот инструмент появился, когда еще охотничьим собирательством люди занимались. И вот это, когда вечерами возле костра сидели, и они, народ сидел, и этот, кто там сказительством занимался, кто народные песни пел, и вот так и коротали вечерами охотники. Ну вот это тоже смычковый инструмент маринхор. Ну, маринхор тоже струны делается из конского хвоста, и смычок тоже. Но тут уже это не сухохор, тут уже на вершине конская голова. Вот это надо вырезать, надо красиво. И две струны. И корпус тоже, ну, для музыкально хорошего этого, ну, из кедра можно, из, ну, сейчас в основном делается обычно из ели. Ели тоже очень хорошо звук. Явление Дашимы народу. Вибрато, хороший вибрато. Хороший вибрато. Гротеск, гротеск. Да. Причудливость такая. Сказочность. С оттяжечкой, да, с оттяжечкой, чуть медленнее, да, с оттяжечкой восьмые. Вот, да, еще.
есть такая старинная бурят-монгольская легенда. Был такой человек, Хохо Намджил. И он служил или воевал в чужих краях, и там он познакомился с красивой княжной. И ее звали Кунчут. И она, когда он уже собрался по службе в другие края, обратно домой, что ли, и она ему подарила очень необычного вороного коня. И этот конь, мог, как это старинная греческая легенда, вот Пегас есть, вот летать мог такой. И на соревнованиях, мы же бурят-монголы любим скачки, и он все время выигрывал. И там домой вернулся местный князец, будем говорить, и он просил, чтобы он продал. Он никак не хотел это, не соглашался. И, в общем, ее дочь, она взяла ножницы и обрезала крылья этого коня. И он от горя, он вырезал такую голову коня своего, а череп он взял и гриф сделал, из хвоста это струны натянул, и он пел вот эту песню восхваления. Шанун Хармарин называется это восхваление. Вот и это, вот этот человек, служивый человек, по этому легенде, он первый создал такой музыкальный инструмент Маринхур, а его звали Хохо Намджил.